Опыт цивилизованных стран доказал, что решить проблему четвероногих бродяг можно. Идеальный пример – Германия, где на протяжении многих лет животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют. К тому же в стране действует более 500 приютов. Решается вопрос бездомных животных и в соседних государствах. В Румынии еще в 90-е годы на базе списанных полевых госпиталей была создана сеть приютов, где животных стерилизуют и чипируют. В Украине с 1 января 2008 года запущена программа по стерилизации бездомных животных, рассчитанная на 4 года. История борьбы у нас с этим явлением уходит своими корнями в далекую историю. Она скорее ассоциируется с цитатой из известного и ставшего уже классикой произведения. Позвольте вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? Ну что ж, пахнет. Известно, по специальности. Вчера котов душили. Я считаю, ситуация в городе с бездомными собаками катастрофическая. Мы живем в цивилизованной стране. Наша страна ни в коем разе не бедная, не нищая и, не дай бог, не убогая. У нас нормальная, цивилизованная, образованная и достаточно богатая страна. И поэтому мы должны решать это гуманным способом. Каким образом это я вижу? На улице много бездомных собак. Значит, их нужно отлавливать. Отлавливать их нужно только гуманным способом. Гуманно отловили животное. Оно попадает в это подразделение. Там специальная комиссия, специально аттестованная. Не один человек принимает решение. Осматривают животное и принимают по нему решение. Если оно социально не опасно, что оно не агрессивно, если оно может пройти социальную адаптацию, оно остается в живых, его лечат, вакцинируют, микрочипируют, на усмотрение стерилизуют или нет, и не выпускают категорически на улицу. Категорически не выпускают. И после этого передали ее в приют. В этом приюте собака находится определенный период времени. В приюте собака живет, ее кормят. И через средства массовой информации, телевидение, газеты, журналы фотографируются эти собаки и предлагаются населению. И человек должен быть ответственным. Дают в руки, и он за нее несет ответственность. Любовь должна быть гуманная. Собаки приучаются к какому-то определенному месту, и они охраняют. Это как свою территорию. Вы понимаете, это их конкретно законные. В пещере, когда человек жил, приучил себе собаку, взял для охраны. Мы сами ее приручили. Мы должны за них вообще полностью нести ответственность. А любовь должна быть настоящая, именно в заботе. Чтобы мы знали, не выпустили на улицу неизвестно куда, а что собака попала к конкретному человеку. Если не может собака попасть к конкретному человеку, тогда уже должны приниматься какие-то другие меры. Только по неофициальным данным, сегодня столицу населяет более 50 тысяч бездомных собак. И те, кто обязан отвечать за нашу безопасность, бросили нас один на один с армадой свирепых и агрессивных бродячих животных. Кто выйдет победителем в этой необъявленной войне? Кому достанется, людям или собакам, главный трофей – город. Псы с городских окраин, есть такая порода, с виду обычная стая, их больше от года к году. У них смышленые морды, и как у нас слабые нервы, но каждый из них такой гордый, и каждый хочет быть первым. Они собираются в стаи, еще не зная, что делать. Может, немного полают, а может, кого-то заденут. И ушки у них на макушке, ты шепчешь, они услышат. Улица не игрушки, здесь учащенно дышат. Не исключено, что если в скором времени ситуация с бездомными животными в столице не изменится, то каждому из нас, прежде чем выйти из дома, придется вооружиться всякого рода подручными средствами, газовыми баллончиками, дубинками. Только на миг представьте себе, как будет выглядеть наш город, претендующий на звание европейского. А в этом месте по-другому не прожить. А в этом месте по-другому